Энергетика – крупная и важная отрасль в жизни страны. В Санкт-Петербурге стартовал Российский международный энергетический форум. Какие проблемы в энергетике существуют и как их решать, попыталась выяснить Айсена Бурнашова. В этом году энергетический форум собрал на площадке экспофорума свыше 200 тысяч делегатов из 15 стран мира и более 10 тысяч посетителей. Это специалисты топливно-энергетической отрасли, руководители крупных предприятий и ведомств. В рамках форума развернулась широкая выставочная программа. Свою продукцию представили регионы России, а также компании из США, Европы, Индии и стран СНГ. Энергетика должна обеспечивать производство энергии путем преобразования первичной природной энергии на вторичную, например, в электрическую или тепловую. Традиционной и значимой отраслью в России является топливная энергетика. Именно ей на форуме и было уделено особое внимание. На пленарном заседании вместе с преимуществами добываемого сырья выявили и проблемы, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. На сегодняшний день 65% экспорта газа за рубеж зависит от того оборудования, которое мы делаем. По некоторым проектам должно быть 100% отечественного оборудования, вплоть до винтика. Вот умри, но должен быть свой отечественный даже винтик. Посмотрите по России, сколько проектных институтов сетевого и по генерации осталось. Да почти их нет. Нет проектировщиков, ни сетевиков, ни ТЭПов, ни ВНИПИ. Нет. Энергетика в России – это одна из ведущих отраслей экономики государства. Но ввод новых энергетических мощностей сокращается. При этом износ оборудования станций достигает угрожающих размеров. На заседании также озвучили и другую проблему энергетического комплекса – высокую стоимость, куда включена и цена за модернизацию станций. Ежемесячная прибыль ветряной станции насчитывает 2 миллиона рублей, солнечной – 3. Когда обсуждали модернизацию, потребители говорят: почему же вы не делаете это за счет конкурентных механизмов? За 119 тысяч рублей в месяц невозможно модернизироваться. Это просто невозможно. И поэтому, соответственно, поэтому есть такие оплаты: 2 миллиона рублей, 3 миллиона рублей. Если бы мы с вами были не ограничены бюджетом, то мы платили 20 миллионов рублей, 30 миллионов рублей. Нам разве жалко? Конечно, нет. Но у нас все-таки есть задача – это оптимум экономической стоимости для потребителей. За прошедшие годы много идей, прозвучавших на форуме, были претворены в жизнь. В данное время остро встал вопрос развития энергетической отрасли путем полной модернизации ее объектов. Решение одно – нужно больше работать, искать новые схемы развития и реализовывать отечественные разработки. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург.